Новость, которая порадует всех таджиков, многие даже не могли предположить. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Международной ассоциации бокса AIBA, известный российский спортивный функционер Умар Кремлев в дни празднования Навруз по просьбе своего отца посетил историческую родину – Гисар и обещал благоустроить ущелье Алмасы, реконструировать дорогу, построить большой торговый комплекс и боксерскую школу. Его принял мэр Гисара Касим Рахбар и бывший вице-премьер страны Мурадали Алимардонов. На встрече также участвовал отец Умара Кремлева Назар Сафаров, ныне гражданин России, уроженец села Горная Ханака. В беседе с мэром Умар рассказал, что по просьбе отца решил обустроить уголок Таджикистана, откуда вышли его родители. Это село Гульхона Джамаата Горная Ханака, расположенное в ущелье Алмасы. Первым проектом станет реконструкция 20-километровой дороги ущелья, берущая начало от трассы Душанбе-Турсунзаде. Дорога будет отремонтирована в соответствии с требованиями международных стандартов. Ее планируют открыть до конца текущего лета, в преддверии празднования независимости Таджикистана. Кремлев также обещал построить крупный торгово-сервисный центр в центре сельского Джамаата Горная Ханака. По предложению Касима Рахбара в центре Гисара Умар Кремлев построит боксерскую школу. Она будет названа в честь Назара Сафарова. Как вы относитесь к такой инициативе таджиков? И знали ли вы, что Умар Кремлев на самом деле таджик? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А Умар Кремлев с 12 декабря 2020 года является президентом Международной ассоциации бокса. Как сообщают российские СМИ, он родился 1 ноября 1982 года в семье Назара Сафарова и Ольги Кремлевой. Высшее образование получал в Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства. В 2018 году Кремлев попал в исполнительный комитет Международной ассоциации бокса, став в нем первым российским представителем. После отстранения Гафура Рахимова Международная ассоциация бокса сочла кандидатуру Кремлева достойной поста президента, проголосовав за него большинством голосов в 2020 году. Кремлев ведет страницу в Инстаграм, которая иллюстрирует имидж успешного человека, спортсмена, руководителя и благотворителя. Гафур Рахимов – предприниматель. В 2019 году подал в отставку с поста Международной федерации бокса в связи с планами МОК исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за избрания Рахимова, обвиняемого в связях с криминалом и находящегося под санкциями Минфина США. Как вы думаете, действительно ли этот человек исполнит все свои обещания, и хотели бы вы на это посмотреть? Согласитесь, этот таджик большой души и сердца, как и его семья, несмотря на то, что мать у него русская, он все-таки помнит свои корни и вернулся, чтобы отдать дань уважения своей стране. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!